та публичная политика, которая проводится нашими властями, она совершенно в эту политическую культуру не вписывается и, соответственно, сопровождается большими репутационными потерями. Понимаете, такая пропаганда, она может породить проблемы на самом деле, там, где их не было. Эта повестка, о которой министр говорит, она реализована. Работаем в радио. Дубль 1. Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Сегодня мы говорим о Дне насущном. Политический сезон новый по традиции начинается в сентябре. Вроде бы и парламент должен выйти с отпуска, однако по техническим причинам у него это сейчас проводить заседания у них не получается, там у них потоп был. Тем не менее, в общем-то, новый политический сезон начался, и начался он по-абхазски не совсем традиционно. Все-таки достаточно активно позицию занимают не политики больше, а больше, наверное, обычные общественное общество, гражданское общество, да, которое там проводит периодически какие-то собрания там против апартаментов, сбор подписей проходят и так далее. То есть это, в принципе, эта активность, она продолжается без перерыва весь летний сезон, который уже перешел и на осень, то есть Гулярипш, Пицунда, Гудаута, Новый Афон. Вот недавно прошло собрание интеллигенции, там письма там, писателей, как будто бы мы уже опять окунулись в 78-й год, да, 70-е годы. Да. Общественность собралась Гудаутского района на прошлой неделе, да, и выступала против апартаментов. Достаточно много людей в этом районном зале собралась, да, администрации. И единственное, наверное, такое более-менее как бы на этом фоне активизировавшийся политик, министр иностранных дел Инна Лардзенба, который у меня производит достаточно двоякое впечатление вообще, его выступления, его заявления и так далее. В частности, речь об ассоциированных отношениях. Да, такое у меня длинное вступление. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Астамур Таня, наш постоянный эксперт. И поэтому я, Астамур, к тебе этот мой тезис первый про ассоциированные отношения хотел бы все-таки расшифровать, коль мой тезка апеллировал, да, вот фраза от первого президента Владислава Григорьевича Ардзенба, да, про ассоциированные отношения с Россией и так далее. То есть он в контексте произносил там необходимости более тесного сотрудничества российско-абхазского. Там, я так понял, речь ведет о союзном государстве и, может быть, даже нечто большем. Да, там слишком завуалировано был. Хотел бы, чтобы ты все-таки прокомментировал. Это хорошо, что наше общество сохраняет способность к такой активности. Потому что, как показывает ситуация, некому постоять ни за наше государство, ни за его интересы, кроме нашего активного общества. Вот. Те, кто должен выполнять эту функцию, они заняты несколько иными вопросами. Да. Мы уже не раз с тобой говорили, что идет процесс неуклонной делегитимации нашей власти. Вот. Он продолжается. И та публичная политика, которая властью проводится, вот, ну, даже если говорить о форме, она, конечно, мягко говоря, не вписывается. У абхазцев есть своя политическая культура, своя публичная культура. Она формировалась долгие годы, оттачивалась в период национально-освободительного движения. Вот. Та публичная политика, которая проводится нашими властями, она совершенно в эту политическую культуру не вписывается и, соответственно, сопровождается большими репутационными потерями. Потому что абхазское общество все-таки следит за формой. Вот. Если говорить о сути, ну,
упоминались наши писатели, интеллигенция, что они не специалисты в никаких вопросах, вот, не экономисты. Но президент у нас, насколько я знаю, тоже юрист, и премьер-министр тоже юрист. То есть они тоже некомпетентны, получается, в том, чтобы... Да, ну, если следовать этой логике. Секретарь Совбеза у нас историк. Арзман тоже, кстати, тоже был историк. Сейчас любят его цитировать. Раньше Ленина цитировали, сейчас Арзамба. То есть, коли начали цитировать, но цитируйте и другие моменты. Про нефть, например, добычу нефти. Когда у нас остро обсуждался этот вопрос, никто из представителей власти не цитировал Владислава Григорьевича те его мысли, которые касались нефтедобычи в Абхазии. Кстати, актуальность, в отличие от ассоциированных отношений, актуальность его высказываний в этом смысле, она не утрачена. Вот. Что касается ассоциированных отношений. Вот. У вопроса есть своя... Да, еще раз хочу вернуться к писателям. Вот. Наше национальное лицо, вот, лицо то, благодаря чему мы являемся нацией, формировалось прежде всего гуманитариями. Не только ими, но прежде всего. Это писатели, поэты, композиторы, журналисты. Вот, понимаете, математика и физика, они везде одинаковые. Что в Англии, что в Абхазии, это одинаковые. Вот что нас отличает от других, ну, из-за чего мы представляем какую-то ценность и для самих себя, и для окружающего мира, это наша культура. Вот осознание вот этого всего, нашей общности национальной, наших интересов, это все было привнесено именно деятелями. Вот такого. Потом писатель, это, чтобы быть хорошим писателем, вот возьмем, например, Фазиля Абдуловича Искандера или Алексея Гого. Чтобы быть хорошим писателем, человек должен понимать жизнь во всем его многообразии. Это так ты не в состоянии будешь написать ничего. А если ты понимаешь мир во всей ее многообразии, ты, значит, способен моделировать будущее своего народа. Так что я бы так не отмахивался от мнения писателей, ученых, потому что ОБНИ вообще, это у нас был штаб нашего национально-освободительного движения. Вот. Если цитировать Владислава Григорьевича Арзамба, надо иметь в виду, что он в свое время был директором этого института. Не случайно директор этого института, еще раз подчеркну, штаба национально-освободительного движения, возглавил впоследствии наше государство. Вот. Поэтому нужно быть осторожнее с этим высказыванием. Это не приносит никаких политических дивидендов действующей власти. И так у нее большие проблемы, и она вряд ли способна решать какие-то существенные вопросы. Потому что мы помним, что как на заре ее, вот на заре того, как она стала властью, мы этот вопрос обсуждали. У нее был очень маленький лимит доверия, краткосрочный. Они полгода потратили на формирование кабинета министров, вот. Потом занялись какими-то вопросами, которые, во всяком случае, я не встречал людей, которые считают, что эти вопросы делались исходя из общенациональных каких-то, из государственных целей. И тот же вопрос майнинга. Вот. Сейчас потом они говорят, что вопрос Пицунды стратегический. Вопрос Пицундской дачи стратегический для нас. Но никак не для России, потому что ФСО как было на этой даче, никто у нас не ставит под сомнение то, что они там находятся и должны находиться, так и будет находиться. Какая разница, на каких основаниях? Это вопрос для России совершенно не стратегический. Если, мне кажется, не надо так представлять стратегическое мышление в России, что оно вот на этом вопросе сконцентрировано. Абхазия – соседнее государство. Абхазия находится в рублевой зоне. Здесь находится на безвозмездной основе российская военная база. Российские пограничники. Абхазия непосредственно граничит с летней столицей России, с Сочи. Россия ищет себе возможности, чтобы как-то закрепиться в регионах Ближнего Востока и Африки, а Абхазия, оказывается, ее стратегический интерес заключается в какой-то даче. Но вы знаете, мы живем не в 19 веке, когда люди читать не могли, писать не были в состоянии ознакомиться со средствами массовой информации.
Но это идет такой, Да. такая игра на публику через манипуляцию, потому что, мне кажется, вот этот тренд на то, что вы не понимаете, каков российский интерес, да, то есть и последний там год-два, когда люди высказывают о существующих каких-то проблемах, о вещах, которые способны ущемить суверенитет, и все это преподносится как антироссийские проявления. То есть это достаточно опасная игра, которая почему-то активно поддерживается властью. С другой стороны, мне вообще непонятно, когда вот уже долгий период мы от представителей власти слышим, что мы сами ничего не справимся, мы сами не способны. Я вообще, наверное, может быть, как-то законодательно запретил бы людям, чиновникам, которые находятся на госслужбе, делать такого рода заявления, что мы не справимся. Если ты не справляешься, будь добр, освободи, иди, уходи в отставку, занимается своей личной жизнью, там, семьей и так далее и тому подобное. Но госслужащим, мне кажется, делать такого рода заявлений, даже если есть какие-то действительно непреодолимые трудности, делать такие публичные заявления он не имеет права. Потому что, собственно говоря, общество прислушивается, и вот этот тренд, мне кажется, он становится слишком навязчивым, о том, что мы ни к чему не способны, с одной стороны. С другой стороны, послушайте, не играйте вот этими российско-абхазскими отношениями там, в какой-то такой манипулятивной форме. Это очень опасная вещь, которая может привести к каким-то более непредвиденным ситуациям. Происходит. Но, видимо, они понимают, что не теряют поддержку в обществе. И, видимо, хотят себя представить в качестве единственных родителей интересов России. Но когда они в наш внутриполитический дискурс втравливают Россию, они сами создают напряжение. До них все было ровно. Никто об этом не говорил. Ты слышал, что какая-нибудь, не знаю, НПО, или не знаю, кто там у нас, темные западные силы внутри Абхазии, или масонская ложа, как она у нас называется, Великий Дулипш или Великий Хуап, я не знаю, как наша ложа масонская называется. Чтобы тебе было приятно, пусть будет Великий Хуап, да. Чтобы они говорили, что нет, надо, чтобы российские войска ушли, что нам нужно уйти из рублевой зоны, что нам не нужна эта система безопасности, которую с помощью России мы создаем. У нас взаимовыгодное сотрудничество с Россией. Это гораздо крепче, чем любовь, между прочим. Поэтому наводить тень на плетень, понимаете, такая пропаганда, она может породить проблемы на самом деле, там, где их не было. У пропаганды есть такое свойство. Зачем в собственном народе, оправдывая свою какую-то неспособность решить какие-то проблемы, искать каких-то внутренних врагов? Чтобы на них списать, что ли? Все, кто против апартаментов, они антироссийские. Кто против госдачи, они какие-то наймиты ЦРУ. Так можно остаться вообще одним. И я думаю, России совершенно не нужны, понимаете, Россия хочет иметь отношения с теми властями Абхазии, которые представляют интересы народа в Абхазии. Это самые стабильные отношения. У нас так всегда и было. А теперь, по сути, того, что есть... Да, извини, по ассоциированным отношениям. Нет, я с другой стороны, Инал Арзенберг говорил, там ссылался на фразу Владислава, которая была, в общем-то, сказана 20 лет назад, чуть больше 20 лет назад. Но у нас периодически очень многие спекулируют словами Владислава, сказанные там в разные периоды абхазской истории, и эти периоды были намного тяжелее, чем нынешний период. Там некоторые фразы были сказаны во время войны, после войны, там в блокаду и так далее, когда мы были не признаны, когда совершенно со всех сторон оказывалось давление. И мне вообще, ты все-таки был помощником первого президента, и, в общем-то, и историк, да, который сейчас, я так понимаю, не может говорить об экономике и так далее, но я тебя спрошу про историю все-таки. Насколько вообще
это такая вещь, вот в нынешнем ситуации говорить, выдергивать вот какие-то цитаты, фразы и так далее, да, и их примерять вот к сегодняшнему дню, да, 20 лет назад, 30 лет назад была совершенно другая ситуация. Да. Знаешь, что мне напоминает? Это при императрице Елизавете Петровне, она же была дочерью Петра Первого. Пришла она к власти, и, чтобы утвердить, они решили, что нужно, чтобы утвердить крепко Российскую империю, нужно реализовать все указы Петра Первого, которые предыдущими властями были не реализованы. Создали комиссию, которая занималась воплощением в жизнь этих указов. В итоге, известно, что императрица Елизавета Петровна вообще мало государственными делами интересовалась, больше фаворитами интересовалась. Флот, который Петр I больше всего им дорожил, при ней сгнил вообще. То есть это вот значит, когда человек... А были указы, которые вообще неприменимы были, потому что это происходило через 16 лет после смерти Петра Великого. То есть многие указы просто устарели морально и физически. То есть речь должна идти не следованию букве чего-то, а духу. А дух политики Владислава Григорьевича заключался в том, чтобы, во-первых, защитить наше государство, во-вторых, обеспечить сохранение нашего народа. Какие-то базы. Для чего нам экономика вообще нужна? Если экономически, может, рентабельно вообще, чтобы здесь абхазцы не жили. Кстати, так и проводилось в 19 веке. Почему вот эти были определены области, где абхазцы могут жить, а где не могут? Потому что были определены области, где проводилась колонизация, поселили людей, которые занимались товарным производством, потому что это был капитализм. Абхазцы же вообще не про капитализм были. С них мало было прибытку. А если экономически рентабельно, нас вообще выселить, может быть, и поселить тех, кто немцев, я не знаю, французов. А если дальше пойдет, нам же экономически рентабельнее вообще специалиста какого-нибудь нанять где-нибудь в Европе, не знаю, в России, и сделать этих специалистов, чтобы они заменили наших некомпетентных управленцев. Может, это дешевле тоже бы нам обошлось. Вот. Теперь, что касается ассоциированных отношений. Ассоциированные отношения, я сам возил эту бумагу, тогда Сурков был замглавы администрации президента, 2002 год. Вот, я тогда с ним встречался, это было письмо Владислава Григорьевича на имя Владимира Путина. Там он... Это 2002 год. Начало 2002 года, да. И... Там были, кстати, тогда особого интереса эта модель не вызвала, потому что тогда российское руководство было нацелено на создание каких-то федеративных отношений между Абхазией и Грузией. Ассоциированные отношения – это отношения двух независимых государств. Не надо путать союзное государство с ассоциированными отношениями. Это когда одно небольшое независимое государство отдает добровольно часть своих функций в распоряжение более крупного государства. Есть примеры эти Микронезия, Палау. Они передали Соединенным Штатам. Там вопросы, вы сами понимаете, что полноценное международное представительство эти маленькие островные государства осуществлять, для них это просто невозможно. Они отдали, у них посольства там были в США, а другие представительства осуществлялись в США. Но они входят и сейчас, они оставались полноценными суверенными государствами. То есть как дали, так могли забрать. США осуществляли эти функции, потому что это была зона их стратегических интересов. Это взаимовыгодный был договор. То есть это отношение небольшого независимого государства и более крупного независимого государства. Если прочитать пункты этого письма, которые цитировал министр, в целом эта повестка реализована, потому что здесь и пограничники стоят, и база стоит, и рублевая зона стоит, и Россия нас признала независимым государством. Другое дело, что там процесс дальнейшего нашего признания он идет туго, но если говорить об отношениях Абхазии и России, это, надо признать, что это отношение покровительства крупного государства над малым. То есть эта повестка, о которой министр говорит, она реализована. Как возникла эта идея? Вы помните, с чего мы начинали? Мы начинали с того, что 3 сентября были вынуждены подписать документ, в котором признали территориальную целостность Грузии. Так было. Потом, после наших военных побед, 27 июля
уже был подписан совершенно другой документ, 93-го уже года, совершенно другой документ, в котором говорилось о гарантиях государственности Абхазии. И Абхазия стала стороной в конфликте в этом документе. Если в первом документе она не была стороной в конфликте, там была графа «согласились», а стороны были Россия и Грузия. А вот мы подписывались в графе, где согласились. Вот благодаря военным, дипломатическим и всем прочим успехам нашего государства, которое 3 сентября казалось, что безвыходная ситуация была. Сейчас гораздо хуже, чем сейчас была ситуация. Сейчас тоже она не безвыходная, много в себе содержит перспектив. Просто ими надо пользоваться. Вот мы такой прогресс сделали. Дальше было заявление 4 апреля 1994 года о мерах по урегулированию грузино-абхазского конфликта. Вот. Там речь шла о взаимном делегировании полномочий. ИОНовцы тоже так понимали, это было даже предложения были написаны, что предполагается создание союзного государства, то есть с наднациональными органами. Потом грузины от этого ушли, помните, мы обсуждали вопрос, говорили о конфедерации, о союзном государстве, общее государство. Вот это все шло до 1999 года, когда был принят акт о государственной независимости. И исходя из того, что у нас был принят акт о государственной независимости, мы сказали, что мы не ведем переговоры по нашему статусу больше. И тогда родилась вот эта идея ассоциированных отношений, то есть идея взаимоотношений двух признанных государств, одно из которых другому делегирует какую-то часть своих, добровольно делегирует часть каких-то функций. На это смотрели, что, может быть, это вот Грузии предложить как возможный вариант. Это было в 2001 году. Это Андрей Михайлович работал над этим. Я не помню, у кого первого эта идея родилась. У Владислава Григорьевича, по-моему, Владислава Григорьевича все-таки. Да. По-моему, да, у Владислава Григорьевича по поводу ассоциированных вот этих отношений. Вот. Но после того, как Россия признала... Потом мы эту идею мы предложили России. В 2002 году. Это когда ты ездил к Суркову? Да, это уже ездил, тогда это, еще раз говорю, не вызвало интереса, потому что тогда Россия исходила из территориальной целостности Грузии. Вот. И они сказали, что это для нас не актуально, вот, лучше заниматься, давайте федерации и так далее. Ну, я стал говорить, что у нас акт о государственной независимости, но тогда это мало кого интересовало, вы сами понимаете. Вот. То есть мы проделали этот путь. Эта идея в целом, но если посмотреть, какие там пункты в этой модели мы предлагали, они в основной своей массе реализованы. У нас стабильные отношения с Россией. Вот, и они двусторонние межгосударственные отношения. Да, более крупного государства и относительно небольшого государства, но имеющие взаимный интерес друг к другу. Вот, поэтому с исторической точки зрения это, конечно, интересно. Вот. С точки зрения практической, ну, основные положения, еще раз говорю, действуют. Вот. В связи с чем они хотят, всплыла эта идея, я не совсем понял из выступления министра иностранных дел. Вот. Так что вот такая была предыстория. Вообще хотел сделать предложение. Вот все-таки, вы знаете, у нас иногда такое складывается впечатление, что у нас, вот как власть поменялась, полностью должна быть уничтожена наша институциональная и историческая память, как будто ничего не происходило, все с белого листа начинаем. Ну, вот есть Сократ Рачевич Джинджоли, Сергей Миронович, тот же Шамба, Станислав Засимович Лакоба есть. Я в конце с 1997 года по 2004 я участвовал практически во всех встречах. Ну, даже если, допустим, я что-то не догоняю, но я помню, по крайней мере, последовательность, что происходило. Вот. Но хотя бы для сотрудников МИД, пусть сделали бы какую-то серию семинаров, чтобы они не попадали в просак. Потому что у нас очень, кстати, мало написано на этот счет по истории нашей дипломатии. А то, что написано, часто, к сожалению, надо читать между строк. Нет, понимаешь? Но видно, что люди не делают выводы, не зная подоплеку всего этого процесса. Вот эти люди, они бы рассказали бы, какая была подоплека всех дел, почему какие-то заявления.
Нет, ну, по многим вещам все-таки, Астамур, я бы дополнил бы тебя. Очень много вещей, которые, в общем-то, нуждаются в особом комментарии. Почему в тот период были сделаны те или иные шаги? То есть вот этого более понятного, более широкого комментария, в общем-то, нет. Есть там как бы язык сухих документов, может быть, некая такая аргументация для внешнего там пользователя, в основном там экспертов и так далее, но вот такой глубинного понимания чисто для самого абхазского общества, вот такого понятного анализа у нас, к сожалению, нет. Ну вот я считаю, что такие семинары были полезны. Потому что, ну, понимаете, люди уходят. Вот Андрея Михайловича нет в живых уже. Но он же мог многое рассказать. Вот эти вещи, они не должны просто уйти в песок. Должна быть преемственность. Преемственность, потому что у нас сформировалась своя школа дипломатическая. Не знаю, может, не все они там заканчивали. Вот Шамбаль, историк, он никакой дипломатическую академию не заканчивал. Наверное, тоже не имел права работать министром иностранных дел. Ну, не профильное у него было, видимо. Да, как и у всех основателей Абхазского, не профильное. Очень опасный путь он выбрал все-таки, потому что очень много в нашей власти систематически работают люди абсолютно непрофильные. Да? А какой смысл проводить экспертизу, если законопроект уже в парламент направлен? Ну, не знаю этого. Ну, до этого провели. Но. Ну, позвали бы независимых экономистов. Видимо... Экономисты бы сказали, что да, действительно, абхазы плохо работают, лучше сюда привести других людей, которые лучше работают, больше платят налогов. Вот. И страна, глядишь, бы и расцвела, просто абхазов бы не было. И меньше бюрократии ворующими. Еще вот это все мучаться, ездить по селам, объяснять что-то, зачем. Это ты сейчас чисто экономический подход. Чисто экономически подойти, да. Вообще, может, экономически, потом экономисты признают, что экономически нерентабельно это вообще государство. Зачем столько государственных институтов зря содержать? Можно не проще ликвидировать, к Адлерскому району присоединиться. Нет, я бы присоединился к Адлерскому району. Смотри, сколько расходов. На абхазский язык не надо ничего тратить. На абхазский культуру не надо ничего тратить. На наши органы государственной власти, которые непрофильно занимают, непрофильно работают, не надо ничего тратить. Какая сплошная выгода. А вообще жаль, что об этом, о том экономической выгоде не знали те, которые погиб за Абхазию. Можно было к Зугдитскому району присоединиться. Тоже у меня, что, очень целесообразно было бы. Сколько людей погибло. Да. Та публичная политика, которая проводится нашими властями, она совершенно в эту политическую культуру не вписывается и, соответственно, сопровождается большими репутационными потерями. Ну, коль мы уже говорим, как бы отталкиваясь от последней активности нашего министра иностранных дел, да, я все-таки на один нюанс хотел бы обязательно обратить внимание. В общем-то, это вот такая лексика, да, которая не свойственна абхазским политикам, когда они своих каких-то оппонентов как бы достаточно как бы оскорбительно их характеризуют, да, там идиот ты или ну, вот в этом роде, да, и сегодня, в общем-то, в каких-то телеграм-каналах я уже понял вообще, о ком идет речь, там, то есть и показали и этого человека и так далее, то есть политика, да, что бы он ни сказал. Это абхаз, политик, тем более человек, ветеран войны, про которого там говорят, вот он так нелицеприятно выразился. Мне кажется, если он хочет иметь перспективу в абхазской политической жизни, с такой лексикой, в общем-то, сложно будет сделать карьеру.
наверное, я не знаю, может это такое поведение может быть характерно там для российской действительности, где люди привыкли ко всяким ток-шоу, где могут политики ругаться и даже матом, но для абхазской более консервативной публики, в общем-то, вот это уважение, да, к своему оппоненту, оно должно быть, наверное, аксиомой вот в этих отношениях, да, как бы ты его ни воспринимал. Тем не менее, это вот, наверное, вот резало ухо, вот те фрагменты, которые там вот через... Я видел в интернете, да, по выступлению нашего министра иностранных дел, меня, если честно, там как бы очень не понравилось там и отношение там к моей коллеге, журналисту Абаза ТВ Мариане Котовой, которую тоже начали учить, что такое профессионализм, да, то есть... Инал Батович, как бы все-таки примите эту критику, да, и сделайте выводы, да, чтобы потом вам, наверное, все-таки было более комфортно и работать, и общаться с абхазской публикой. И в общем-то, я все-таки перейду уже от внутренней темы Астамур. Да, интересно, ну, конечно, не важно, кем будут Ротенберги считать, кого идиотом. Вот лишь бы нас не считали идиотами наши потомки, когда они узнают, что мы, как некоторые народы, за огненную воду и за бусы продали не свою землю. Ну, это... Вот тогда они точно, наши потомки нас точно зовут идиотами. А кем будут нас считать какие-то бизнесмены и коммерсанты, это совершенно не важно мне. Все-таки перейдем к другой теме, тоже достаточно близкой, да, у нас очередное осложнение в регионе, да, азербайджанская армия стягивается к границе с Арменией, то есть между тем сама Армения очень сильно, власти Армении очень сильно, в общем-то, разругались, в общем, такое ощущение, что с Москвой у нее сильно испортились отношения, и сейчас все поговаривают о начале третьей армяно-азербайджанской войны. И я бы хотел бы, наверное, чтобы ты, в общем-то, прокомментировал и вот эту ситуацию, как вообще вот это все отражается на нашем регионе, учитывая то, что, допустим, Армения долгий период считалась все-таки такой пророссийско ориентированной территорией, да, то есть зоной российского влияния, там стоят российские войска, она в АДКБ входила, сейчас входит пока, да, пока еще формально входит, но вот такое чувство, что... Я думаю, что ДКБ тоже формально существует. Да. Насколько вообще ситуация способна резко измениться в регионе с точки зрения там, как бы влияния на нее сильных игроков? То есть явно Армения уходит из-под российского контроля. Не контроль, а больше сказать влияние. С другой стороны, сложно сказать, что она от этого, что какая-то некая компенсация в лице там, Азербайджана, там, Россия получает. Да? То есть я вот смотрю и азербайджанскую прессу, то, что пишут, да, там не скажешь, что там по уровню там, антироссийских каких-то настроений, там, допустим, в политической среде Азербайджана, мне кажется, они сейчас даже и сейчас не уступают тем, которые сейчас есть в армянской политической среде. Не думаю, что, в общем-то, вот
такой произойдет некий change, да, то есть за счет того, что там Россия там разругалась с Арменией, там она там получит, у нее улучшатся отношения с Азербайджаном, да, то есть, скорее всего, там выигрывает от этой ситуации, наверное, кто угодно, там, ну, Турция, скорее всего, Турция выигрывает, там Запад выигрывает и так далее. Тот же Азербайджан как бы больше, естественно, выиграет в силу того, что он там и территориальную целостность свою восстанавливает, и там имеет перспективу там воссоединения, там налаживания транспортных коммуникаций через территорию Армении, там в разной форме, да. То есть я бы хотел бы вообще вот эту геополитическую картину, чтобы в регионе, которая складывается, ты прокомментировал в контексте, как все это на нас отразится. Ну, отразиться может по-разному. Это зависит от того, что, в том числе от того, что будем делать мы. Ну, Армения в положении каком? Известном с античных времен фразой характеризуется. Это известно с античных времен. Горе побежденным. Вот. Сейчас ей в том масштабе, на который она рассчитывала бы до этих событий, последней Карабахской войны, ей помочь никто не может. И Россия связана военными действиями, это раз. Два, там же комплекс взаимоотношений. Это же не просто российско-армянские отношения, это и российско-турецкие отношения. Они не заключаются только в Южно-Кавказском регионе. Они гораздо шире. Особенно они актуализировались в свете вот этой санкционной политики. Вот. Это и российско-азербайджанские отношения. Тоже о них не будем забывать. Потом это регион, который представляет интерес в качестве, во-первых, источника, во-вторых, транзитного коридора для поставки энергоносителей в Европе. То есть там комплекс интересов, он пересекается. Скорее всего, карабахский вопрос решен. Если, допустим, до этих событий, до военного поражения Армении, армянское руководство имело шанс выторговать для Нагорного Карабаха достаточно высокий статус путем обмена на соответствующие территории, но оно пренебрегло этими возможностями. А оказалось в плену собственной пропаганды о своем величии, своем превосходстве. И сейчас фактически Армения пожинает плоды той многолетней политики. И ей приходится с этой реальностью мириться. Скорее всего, ей придется смириться с тем, что через ее территорию пройдет вот это военное присутствие Азербайджана и давление. Я расцениваю как силовое давление с целью достижения выгодных условий мира для Азербайджана. Мир, конечно, скорее всего, будет подписан на условиях Азербайджана. Вот. И будет стоять вопрос о судьбе этого Суника или Зангизура, как называют в азербайджанских пабликах. Как он будет функционировать? Скорее всего, он будет функционировать. Но здесь вопрос, сохранит ли Армения фактический контроль над этой территорией. Вот. Сейчас, мне кажется, у нее есть возможность это сохранить, этот контроль, свою юрисдикцию над этим регионом, открыв его для транзита грузов. Вот. Что касается нас, ну вот здесь как раз и большая область для стратегического мышления, стратегического планирования на длительную перспективу. Это задача всего нашего руководства. Вот, потому что этот регион, он, несомненно, уходит в сферу влияния Турции. Вы знаете, сейчас это что мне напоминает? Это когда после Второй мировой войны Черчилль встречался со Сталиным и бумажку написал ему о разделе сфер влияния в Европе. Ну, конечно, это, в общем, Черчилль был старый империалист, да, Сталин тоже не отставал. Вот, и там он написал, там, допустим, Румыния 60% СССР, 40% Запад, там, Болгария 80% СССР, 20%. И в эту бумажку дал Сталин, тот посмотрел, говорит, согласен. И
положил бумажку на стол. А Черчилль говорит: слушай, как-то очень цинично получилось. Что с этой, может, сожжем, говорит, эту бумажку? Нет, говорит, оставьте ее себе. Сталин сказал. Потом, правда, большинство этих стран ушло в сферу влияния СССР. Вот. Сейчас, конечно, вот эта вот теория сфер влияния, она, конечно, уходит в прошлое вместе с эпохой колониализма. Потому что совершенно и научно-технический прогресс, и цифровая эпоха, цифровая экономика, это разрушает и старые стереотипы. Чуть в сторону мы уходим от вопроса, это потом мы, может, поговорим. Вот. А что касается нашего стратегического планирования, мы должны подумать, как использовать для укрепления наших позиций в качестве независимого государства складывающуюся ситуацию. Сейчас и России, я думаю, в отдаленной перспективе и другим акторам, то есть в том числе Турции, Ирану, да и тем же европейским странам, выгодно было бы, чтобы открылись все коммуникационные, потому что все коммуникации, проходящие через Кавказ. Потому что в противном случае это всегда будет источником возможной нестабильности в этом регионе. Работающая коммуникация – это значит экономическое взаимодействие разных стран региона. Вот здесь можно, конечно, и об инвестициях поговорить, и о какой-то публичной политике в этом смысле, поговорить, как можно было бы реконструировать грузино-абхазский диалог, в том числе на этом направлении, потому что это необходимо. Переговоры с грузинской стороной вести нужно, надо предлагать инициативными об этом, не говорить, что невозможно, никто не принимает. У нас на наших глазах столько невозможно уже произошло, мы не имеем права просто говорить, что невозможно. Мы должны предложить свою модель. В том числе иметь свою модель стратегического планирования в нашем регионе. Это касается, прежде всего, стратегии строится вокруг коммуникаций. Если мы добьемся этих коммуникаций, мы можем предложить, допустим, зачем инвестировать, допустим, в апартаменты. Путин недавно выступал, сказал, что рынок недвижимости в России затоварен. То есть спрос начинает превышать предложение на рынке недвижимости. Это объяснимо, связано с кризисными экономическими явлениями. Можно предложить инвестировать в нашу транспортную инфраструктуру. Потому что если, допустим, у нас сегодня открыт транзит, у нас у нас задохнется сразу вся транспортная инфраструктура. Уже сейчас. Да, ни объездных дорог, ничего у нас нету. Но эти вещи параллельно надо решать, иметь в уме. Кто, да, хорошо открыли, кто за это будет платить, какую он выгоду будет получать. Вот эти, мне кажется, вопросы серьезные можно обсуждать и с российским бизнесом, и с другими, не знаю, кто может быть этим заинтересован. Кто, прежде всего, российские, потому что это те, кто наиболее безболезненно могут сюда прийти со своими деньгами, которые сейчас проблема, куда инвестировать. Российский, мы же с тобой говорили, что в результате их санкций российский бизнес сюда крупный придет. Но мы же должны его все-таки направить в те сферы, которые выгодны и нам, и России. Да, мы говорили о том, что необходимо подготовить правила приема этих инвестиций, какие нам нужны, какие не нужны, как они будут здесь вкладываться. Видишь, кругом мешают непрофильные специалисты. Слишком много у нас непрофильных специалистов. Вот о чем нужно. Иначе, вы понимаете, это нужно, в этом уже надо участвовать. Мы уже теряем время. Мы почему обсуждаем какие-то негодные вопросы, которые к стратегии не имеют никакого отношения, такие как апартаменты, дача, на каком основании ФСО на даче будет находиться, на основании договора бессрочной, безвозмездной аренды, или там будет какая-то юрисдикция распространяется. Вот эти вопросы на стратегию никак, и на наше будущее никак не влияют. И на позиции России в регионе тоже никак не влияют. Вот. Поэтому, мне кажется, нужно поменять акценты. Если вот тогда, когда дельные вопросы начинают предлагать власть, которые все понимают, что власть это предлагает не потому, что у нее может быть какой-то коммерческий интерес,
а что это все-таки общегосударственный вопрос, тогда и доверие к этой власти будет повышаться. Вот. Вот поэтому у нас на самом деле не так много времени. Мы не знаем, что в Грузии будет происходить после выборов. Кто победит на выборах в Грузии? Вот. Это же нам неизвестно. Может, сейчас у России с Грузией более-менее благоприятные отношения, а может, потом они будут плохими. Может, мы упустим этот момент, и Россия упустит момент, и Грузия упустит момент. Потому что для Грузии тоже это определенный вызов, потому что происходит разворот, так или иначе, коммуникационной сети в сторону от Грузии. Она может на обочине оказаться. Это для Грузии тоже стратегический вопрос. Понимаете? Вот здесь есть, где сфера интересов Грузии, России, Абхазии, шире, если пойти, Турции, если шире, можно пойти там Европы, где мы можем и на совпадение интересов, и на противоречиях сыграть. Вот, мне кажется, этим нужно заниматься. Ну, с другой стороны, мне кажется, я не думаю, что сейчас наши власти вот этим готовы заниматься, потому что слишком они упростили те пункты, по которым, которые подменяют, в общем-то, вот эту стратегию развития, да, государства всестороннего, да, то есть, опять же, я вот смотрю те слова, которые говорятся, произносятся не для проформы, да, там у нас очень много всяких слов произносится, это уже традиционно, это я не имею в виду нынешние, там, власть, там, и предыдущие, когда вот говорят там о реформах, о том, о сём, и в принципе понятно, что это такая некая ритуальная такая лексика, которая никакой базы под собой не имеет, то есть никакого руководства к действию, никаким руководством к действию, в общем-то, не является. Но вижу я, что, допустим, это я не только я вижу, вот конкретные какие-то вещи, да, которые пытаются представить как некую вещь, некий инструментарий, без которого абхазская государственность не может развиваться. Да? То есть это было там тот же майнинг был, потом энергосистему надо обязательно там продать, там сейчас апартаменты и так далее. То есть, у меня такое иногда впечатление, что они все уехать хотят. Я не знаю, ну, я не исключаю, что какая-то часть из них так или иначе уедет, Астик. Ну, очень многие, в общем-то, обладают там недвижимостью, там за пределами Абхазии. Ни ты, ни я, ни большинство абхазских, подавляющее большинство абхазских граждан этого не имеет, но они имеют. И мне кажется, в принципе, что для многих из них, в общем-то, такая, если ситуация что-то может поменяться, почему нет? Будем исходить из того, что они руководствуются другими интересами тоже. Вот. Потому что на самом деле запас прочности... Хотел бы, чтобы ты подчеркнул все-таки, что такое другое интересное. Да, потому что запас этой прочности этой власти очень маленький. Вот. И укрепить свое положение можно только оперевшись на свой народ и на его интересы. Не надо искать поддержку в каком-то во внешнем медийном пространстве. Там сегодня тебя аплодируют, завтра о тебе забудут. Вот. Надо опереться на собственный народ, принять ту повестку, которая, она может быть тяжелая, непопулярная, и этим заниматься, да. Я не знаю, сейчас поверят ли этой власти или нет. У нее с доверием тоже очень серьезные проблемы. Потому что, если смотреть даже, она как будто сама все делает, чтобы не досидеть до конца. Самоликвидировать. Да, вот она очень много усилий для этого предпринимает, вот, что не есть хорошо. Вот. Ну,
Я бы не хотел бы все-таки, чтобы мы на столь пессимистичной... Ну, ты возьми и отрежь. Но нет, отрезать ничего не буду. Тем не менее, Валера, у него руки чешутся, хочет да, отрезать. это Валера, это идет о нашем режиссере, аксакале нашей тележурналистики Валерий Кураско. Валерий, вам привет от всех телезрителей. Да, да. И я все-таки, наверное, хотел бы подвести некую черту. Мы о многом сегодня поговорили, да, и у нас сегодня наша передача, она вышла такая достаточно критичной, да, но я бы хотел все-таки какие-то, может быть, рекомендации все-таки наши власти воспринимали это как не некую такую критику, на которую нужно реагировать такой, как бы, другой критикой, да, а вот вы там... Почему? Пусть. Да, нет, ну, да пусть говорят, но мне бы хотелось бы, чтобы все-таки какие-то определенные выводы для себя они все же делали. И мы все-таки прощаемся с вами. Я напомню, что сегодня и сегодняшнем моменте внутриполитической нашей жизни и о внешних факторах, происходящих там на Южном Кавказе. Мы говорили с нашим постоянным экспертом Астамуром Таня. Я еще раз напоминаю, что нашу передачу можно посмотреть на YouTube-канале одноименном «Чегемская правда», на одноименной странице в Facebook, на телеканале «Абаза», в эфире телеканала «Абаза», а также на сайте газеты «Чегемская правда», chegem.su. Я с вами прощаюсь. До свидания. Всего доброго. Спасибо. Спасибо, Астамур.